На протяжении недели в Порецком округе восстанавливали подачу воды. Обесточенными оказались порядка 150 домов. Какую причину выявили специалисты и как решается проблема на месте, выяснял мой коллега Дмитрий Ковалев. Перебои с подачей воды в Порецком начались 2 августа. В летнее время многие местные жители поливают огороды, потребление увеличивается в разы. Часть села расположена на возвышенности. Чтобы заполнить резервуары, необходимо отрегулировать давление. К решению проблемы муниципалитета подключился глава республики. По поручению Олега Николаева в Порецкое выехали представители администрации и руководителя региона, Чувашского Минстроя и специалисты предприятия «Биологические очистные сооружения». На контроле каждый адрес. Напор воды ослаб из-за неполадок в системе автоматики глубинного насоса скважины. Его привезли 3 числа, 3 числа, как 19 часам этот насос был смонтирован. И сразу же началась подача воды в резервуары на станции 2-го подъема. Система самотечная в Порецком. Вода постепенно начала поступать в село Порецкое. Конечно же, в первую очередь в нижележащие улицы села, которые находятся довольно-таки низко. Подать питьевую воду в каждый дом и квартиру – первостепенная задача для властей муниципалитета. Оборудование заменили, сейчас резервуары заполнены до предела. Всю эту ночь продолжалась промывка трубопроводов. В коммуникациях образуются и воздушные пробки, которые необходимо пробивать и очищать. Этот многоквартирный дом по улице Ульянова дольше всех оставался обесточенным. И с раннего утра, 8 августа, вода из кранов снова потекла. Этот дом расположен в самой высокой точке села, куда все это время не удавалось подать напор. Жителям воду подвозили в цистернах. Для этого использовали и автомобиль пожарной части муниципалитета. И сегодня набрала, уже приготовила, вдруг снова отключат. Уж, наверное, на неделю-то уже не отключат. В большую часть Порецкого вода поступила уже спустя сутки. Напора хватает и для бытовых нужд, и для поливки огородов. Долго нет, сутки, может быть. Да сутки нет, в ночь на все время дадут. Если в ночь отключили, то уж утром точно включат. Так нет. Практически она не пропадала. Мелкая струйка, была. В последнее время, наверное, дня 3, она нормальная пошла. Специалисты предприятия БОС объезжают дома и социальные объекты, которые были обесточены от воды. Оперативная информация стекается к главе региона. Этот дом по улице Советской находится ровно посередине села Порецкое. Вода, говорят жильцы, здесь, если пропадала, то буквально на сутки. Проблема с водоснабжением Порецкого не нова. Сейчас село питается только от одной скважины. От передачи технологического комплекса биологическим очистным сооружениям ожидают большого эффекта. Сейчас продолжается проектирование нового заборного узла. Мы загодя еще знали, что у нас в летнее время будет дефицит воды в Порецком. Это историческая проблема, потому что одна единственная скважина просто не позволяет добывать столько воды, сколько поселку нужно. Поэтому еще в прошлом году запросили денежные средства в бюджете республики на проектирование новых водозаборных сооружений в Бахмутском водоносном горизонте, это 5 километров от Порецкого. На сегодняшний день конкурс отыгран, подрядчик выбран, есть проектная организация. Дома жителей Порецкого также необходимо переподключать со старых водопроводных сетей на новые. Сейчас село питается сразу от 2 систем коммуникаций. Ладно бы сейчас один водопровод 27 километров, а нам получается почти 50 километров. Нужно заполнять и старые, и новые, чтобы и кто сидит на старом водопроводе пользуется, и стравливать приходится и со старого водопровода, и с нового водопровода приходится стравливать воздух. На сегодняшнее утро проблемами оставались верхние этажи 2 многоквартирных домов по улице Ульянова, 1 и улице Комсомольская. К вечеру 8 августа вода была подана практически ко всем домам Порецкого. Дмитрий Ковалев, Юлия Дюкова, Павел Рыдков и Игорь Зверев. Республика.